Уважаемые гости, мы рады видеть вас в литературном музее знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая. Габдулла Тукай, автор таких широко известных произведений, как «Шурале» и «Водяная», «Селой базар» или «Новый Кесикбаш», «Казань» и «Заказанье», «Театр», «Национальные мелодии», «Что я помню о себе». Его стихотворение «Родной язык» стало национальным гимном татарского народа, представители которого живут в разных странах мира. Музей был открыт в 1986 году к столетнему юбилею Габдуллы Тукая. Он находится в одном из самых красивых зданий Старо-Татарской слободы города Казани, памятника архитектуры республиканского значения. Мы сейчас находимся в первом зале нашей основной экспозиции, и она называется «Тукай-центр». Здесь, как вы видите, представлены книги Габдуллы Тукая. Они изданы на разных языках и в разных городах нашей страны. Здесь можно прочитать книги, не только увидеть, но и прочитать книги Габдуллы Тукая, изданные на татарском, русском, английском, французском, чувашском, на арабском, на персидском и на многих-многих других языках. И вы также сами можете принести нам книги Габдуллы Тукая, и они найдут свое место на наших полочках. А здесь у нас интерактивная экспозиция, и здесь представлены года жизни Габдуллы Тукая. Я хочу вам показать замечательную книгу. Это сборник произведений Габдуллы Тукая, издана в 1914 году. Но уникальность в чем? Вот сюда все стихотворения отбирал сам Габдулла Тукай. Он даже, когда лежал в Клячкинской больнице, работал над этой книгой и писал: «Я сделал ревизию на свое творчество и отобрал только те произведения, которые хочу оставить для своего народа». И здесь также впервые были опубликованы фотографии тукаевских мест, то есть тех мест, где жил Габдулла Тукай. Это в основном Заказание. И также здесь были опубликованы одни из первых, иллюстраций по произведениям Габдуллы Тукая. И первые автографы тоже здесь нашли место. А здесь мы с вами находимся в одном из самых красивых залов нашего музея. Здесь мы рассказываем о жизни и судьбе Габдуллы Тукая. Здесь представлены экспонаты, связанные с его детством. Вот, например, вот этот Коран принадлежал дедушке Габдуллы Тукая. Это подлинник. Может быть, маленький Габдулла Тукай, когда жил в семье своего деда, своими маленькими ручками тоже прикасался к этой книге. Также рядом вы видите посох Муллы. Вот этот посох тоже подлинный. Он принадлежал отчиму Габдуллы Тукая, Мулле, деревни Сосна. И там, если вы внимательно посмотрите, на арабской графике написаны отрывки из Корана, то есть аяты. И одежда Муллы, потому что дед Габдуллы Тукая и его отец были муллами, религиозными деятелями. А его мать была Стабике, вот одежда перед вами, и также вы видите кумган. Вот этот кумган принадлежал матери Габдуллы Тукая. Габдулла Тукай в детстве скитался с одной семьей в другую, потому что его родители умерли очень рано. Когда ему было 4,5 месяца, умер его отец, а когда ему было около 3 лет, умерла его мать. Он сначала жил в деревне Кушлавоч с семьей одной старухи, потом в деревне Сосна с мамой, вот там умерла его мать, а потом его отправили в дом деда Зинатуллы, это дед по материнской линии, в деревню Эшиле Арского района. И позже, еще несколько месяцев, Габдулла Тукай прожил в Казани в семье мелкого кустаря. И перед вами обувь и чаги того времени, потому что его приемные родители были, как я уже сказала, мелкими кустарями. Габдулла Тукай вспоминает даже в своей автобиографической повести, как он со своей приемной мамой ходил по домам богатых людей и продавал все вот эти изделия. И когда Тукаю было 9 лет, его увезли в город Уральск. Это маленький городок в Казахстане. И здесь Габдулла Тукай проведет 12 лет своей короткой жизни. Здесь он будет учиться в медресе, которая называлась Мутагия. Здесь он напишет свои первые произведения. Здесь
и на свой первый гонорар он купит вот эту фаянсовую шкатулку. Это тоже подлинник, одна из мемориальных вещей Габдуллы Тукая. Также можно увидеть о его учебе в медресе Мотогья. Это учебное заведение отличалось от других медресе того времени. Здесь преподавались не только религиозные предметы, но и такие предметы, как география. Вот перед вами как раз глобус, написанный на арабской графике. В городе Уральске Габдулла Тукай также будет учиться и в русской школе. За 3 года он изучит произведения великих русских писателей Пушкина, Лермонтова, Крылова, и о них тоже здесь можно узнать. И первые фотографии Габдуллы Тукая тоже относятся к этому периоду. Вот как раз вот на этой фотографии среди шакирдов медресе города Уральска в первом ряду, второй справа, это Габдулла Тукай. Габдулла Тукай в Уральске начинает работать в первых татарских газетах и журналах. Некоторые страницы этих газет тоже можно увидеть на нашей выставке. Это газеты «Фикр», журнал «Аль-Раср аль-Джадид», «Уклар». И Тукай работал не только в татарских газетах, но и в русских газетах. Если в татарских газетах он был журналистом, редактором, а в русских газетах он был наборщиком. И как раз перед вами работал Высогорского, где Тукай наборщик. И уникальная фотография Габдулла Тукай среди друзей в городе Уральске. Осень 1907 года, и поэт в Казани. Вот эти запонки ему подарили его друзья, коллеги Ахмад-Герай и Зайнаб Хасани. Они привезли его из Австрии. Также есть тюбетейка Габдуллы Тукая. Вот с этой тюбетейкой Габдулла Тукай сфотографировался для своего сборника. А сейчас вот эта фотография, она самая популярная фотография поэта. О казанских годах жизни Габдуллы Тукая рассказывают наши экспонаты. Это работа Лывина, номера Булгар, номера Амур. Также можно увидеть газеты и журналы, с которыми сотрудничал Габдулла Тукай. А на фотографиях Габдулла Тукай среди своих друзей. Например, вот редакции газеты «Аль-Ислах» Габдулла Тукай, и среди друзей есть Фатых Амирхан, знаменитый прозаик начала XX века. И во многих воспоминаниях современников Габдуллы Тукая есть слово, что Тукай всегда в кармане носил кубас. Вот он перед вами. А народные песни Габдулла Тукай слышал и во время путешествий. Он был в поселке Гурьевка, это недалеко от современного Ульяновска, был в Уфе, был в Нижнем Новгороде, Астрахани, Петербурге и в Троицке. В Петербург он попал в 1912 году. К этому времени болел туберкулезом. Перед вами любимая девушка Габдуллы Тукая Зайтуна Мавлюда. Вот она в темной одежде. Свои любовные стихотворения Габдулла Тукай написал как раз вот этой девушке. И перед вами блокноты Зайтуны Мавлюдовой. Она сюда записывала стихотворения Габдуллы Тукая и стихотворения поэтов начала XX века и ее воспоминания о первой встрече с поэтом. Встреча состоялась в редакции газеты «Аль-Ислах». Ему тогда было 21 год, он приехал из города Уральска. Также у Тукая есть стихотворение, театр, который сейчас является гимном наших татарских артистов. Например, перед вами работа Зуфара Гемаева, где Габдулла Тукай, Зариб Джамал Висатульна Волжская и Габдулла
Закариев. Сарипжамал Гизатулловна-Ворская, первая татарская актриса. Габдулла Тукай ей даже посвятил стихотворение, которое называется «Два солнца». Одно солнце играет на небе, а вторая на сцене, пишет Габдулла Тукай. Это само здание, дом Шамиля. История этого дома связана с именами Апаков и Шамиль. Первые документы дома Шамиля относятся к 1865 году. В это время одни из самых богатых купцов Казани, Апаковы, построили это здание. И потом, когда их дочка вышла замуж, они подарили ей как свадебный подарок. И вот перед вами фотографии, где представлены Биби Марьям Бану Апакова Шамиль и ее муж Мухаммад Шафи Шамиль. В 1903 году здание они отреставрировали архитекторы Руш и Амланг. То есть это здание уже с 1903 года в таком виде представляет наш город Казань. Биби Марьям Бану Апакову называли законодательницей моды. Ей привозили одежду из Европы, то есть семья жила в достатке. В 1906 году хозяин умер, и вдова, продав этот дом другому молодому купцу, уехала в Петербург. А новым хозяином дома был Валиулла Ибрагимов. Его называли конфетным королем. А в советское время здесь были коммунальные квартиры, жило несколько семей. И в 1984 году вышло постановление открыть литературный музей. И когда Габдулла Тукай уже стал знаменитым поэтом, примерно в таких домах они могли встречаться со своими коллегами, со своими друзьями. И вот как раз перед вами представлены фотографии друзей Габдуллы Тукая. Он умер 15 апреля 1913 года. Ему тогда еще только 26, а 26 апреля ему бы исполнилось 27 лет. Вот за эту короткую жизнь он написал более 700 произведений и стал самым знаменитым татарским поэтом. Перед вами как раз сейчас последние фотографии Габдуллы Тукая. Они сделаны за 28 часов до его смерти. А на следующий день, когда хоронили Габдуллу Тукая, собралось несколько тысяч человек. Казань никогда раньше не видела столько народу. Все пришли провожать поэта в последний путь. И в этот день была сделана посмертная маска Габдуллы Тукая. Его сделали студенты медицинского факультета Казанского университета, и она сделана из гипса. Также вот эта маска считается первым посмертной маской, сделанной мусульманину, потому что по законам шариата не разрешается делать такие маски. А друзья Тукая, поняв его величие, решились пойти на этот шаг, сделать его посмертную маску. В Татарстане у нас более 365 улиц с именем великого поэта. Также учредили премию имени Габдуллы Тукая. Премия была учреждена в 1958 году за выдающиеся достижения в области культуры, искусства и литературы. Вековечение имени – это и музей Габдуллы Тукая. Сейчас у нас работает 4 музея. Это наш музей, литературный музей поэта в Казани. Именно здесь у нас представлены мемориальные предметы Габдуллы Тукая. Есть музей в деревне Кушлаоч, родной деревне поэта, деревне Карлай, где жил Габдулла Тукай, семье крестьянина Сагди. И в Уральске, Казахстане, тоже есть музей, посвященный поэту. Имя Тукая живет всегда, и его стихотворение «Туантель», родной язык, он является нашим гимном татарского народа.